В Якутии с 2017 года работает компания по производству легкой вездеходной техники и квадроциклов. В год они выпускают более 120 единиц, а всего на сегодняшний день продано свыше 800 квадроциклов. Также предприятие поставляет свою продукцию в зону специальной военной операции. Специально для СВО была разработана и сертифицирована модель пикап с большей грузоподъемностью. Так, по согласованию с региональным правительством планируется отправка еще 50 единиц спецтехники в зону СВО. Вице-премьер Юрий Трутнев обсудил с предпринимателями возможности дальнейшего производства, особенности техники и сферы его применения. Мы посмотрим, как они на месте будут работать, но сейчас там распутятся, и такие вот средства крайне высокой проходимости, они будут, мне кажется, полезны. Также Юрий Трутнев провел окружное совещание по подготовке к пожарам и паводкам. Как отметил вице-премьер, в целом все необходимые мероприятия в регионах предприняты. Во время встречи был поднят насущный вопрос, какие территории подлежат тушению, а какие нет. Губернаторы сказали, что в пройденную огнем площадь пожаров засчитывается сухая трава, которую тушить нет возможности и смысла. Поэтому министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов предложил переводить такие земли в земли иных категорий и убрать их из земель лесного фонда. Предложение правильное, но с одним маленьким замечанием. Тогда это надо быстро делать, потому что в целом процедура очень сильно забюрократизирована, и там получится так, что нам некогда будет с пожарами бороться, будем бумаги из кабинета в кабинет носить. Вот я попросил его изучить возможность в течение 3 недель эту работу провести по заявкам губернаторов. Если такая работа будет проведена, то мы немножечко с этим тоже сможем разобраться. В целом, главы регионов сообщили, что проблем, связанных с нехваткой средств по подготовке к пожарам, нет. Как отметил Юрий Трутнев, еще одним важным направлением является защита опасных территорий от паводка. На эту работу в этом году для дальневосточных регионов было выделено около 20 миллиардов рублей. Сейчас средства осваиваются, строятся водозащитные сооружения. Что касается Якутии, то у нас в этом году ситуация достаточно непростая, потому что в марте выпало от 2 до 6 месячных норм снега по разным территориям Якутии. Мы ожидаем, паводок будет крайне непростой с точки зрения даже небольших наших рек. Мы опасаемся паводка на малых реках, в заречной группе районов, в центральной группе районов. Здесь специальная группа во главе с садовником Дмитрием Ильичем уже работала, начала вместе с МЧС по проверке гидротехнических сооружений, по подготовке населенных пунктов. Также состоялось совещание по подготовке мастер-плана города Якутска. Мастер-план – это не просто генплан, это увязка социального, экономического, демографического развития города, а также трудового потенциала. Начиная от строительства социальной инфраструктуры, школ, детских садов, больниц, заканчивая реализацией крупнейшего проекта Ленского моста. Как отметил Юрий Трутнев, эта работа очень важна, и мастер-план Якутска находится в высокой степени готовности. В Якутии полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев будет работать до 12 апреля. Светлана Амосова, Георгий Григорьев, Якутск.